Друзья, я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате Кишиневе 6 часов вечера, уже 6:05. Сегодня четверг, 22 декабря, и, как обычно, в эфире программа «Цена свободы», где я предлагаю поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео, делиться им, отправлять его своим близким и знакомым, чтобы его увидело как можно больше людей, чтобы как можно больше людей, особенно в Гагаузии, узнали правду о том, что происходит в автономии, правду о том, что происходит в Республике Молдова, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, влияет и будет влиять на нашу жизнь. Я признателен всем, кто поддерживает нас, тем, кто оказывает поддержку. В описании к этому видео вы найдете ссылку nokta.md поддержать Nokta. Нажав на эту ссылку, вы можете пройти на наш сайт и сделать разовое пожертвование. Если вы хотите стать нашим патроном, то вы также в описании к этому видео найдете ссылку на наш аккаунт в Patreon. Ну а я предлагаю перейти к темам сегодняшнего выпуска. Сегодня у нас будет одна тема. Эта тема посвящена очередной годовщине образования гагаузской автономии. Как вы знаете, 23 декабря 1994 года был принят закон об особом правовом статусе, его принял парламент Республики Молдова. Завтра исполняется 28 лет с этой знаменательной и важной для всего гагаузского сообщества даты. И вот о том, чего удалось достичь гагаузской автономии за эти 28 лет, что удалось, чего не удалось, я предлагаю поговорить сегодня с нашими гостями. У нас в эфире будут три гостя, один за другим. Сначала будет Константин Петрович Тошамжи, один из лидеров движения Гагаузской халкы. С ним мы поговорим, попросим описать и рассказать свой взгляд или взгляд из Камрата на гагаузскую автономию сегодня. У нас на связи по скайпу будет Антол Царанов, политический комментатор из Кишинева. Его мы попросим поделиться взглядом из Кишинева на гагаузскую автономию, то, чем она или что она представляет, или как она видится из Кишинева сегодня. И также у нас будет гость из Киева, Иван Капсамун, гагауз, родом из Виноградовки, который поделится своим взглядом, как гагаузская автономия видится сегодня из Киева. Будет очень интересно, интересное мнение, интересное откровение, поэтому призываю вас смотреть этот выпуск до конца, не переключаться, ну а мы вернемся через несколько мгновений. У нас в студии Константин Петрович Тошамжи, один из лидеров движения Гагаузской халкы, человек, который был на острие событий в конце 80-х, начале 90-х. И мы с ним поговорим о дате, которая исполняется завтра, 28 лет гагаузской автономии. Я бы хотел с ним поговорить о том, реализовались ли те цели и задачи, которые ставила перед собой Гагаузская халкы, и что с его точки зрения удалось, а что не очень в том проекте под названием «Автономно-территориальное образование Гагаузии Гагаузии-Ри», начало которого было заложено 28 лет назад принятием закона об особом правовом статусе в парламенте Республики Молдова. Константин Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть у нас в студии. Сегодня подходящий повод о том, чтобы поговорить с вами, как одному из лидеров Гагаузской халкы, того движения, которое стояло у истоков создания гагаузской автономии. Вы один из тех людей, которые участвовали в том, чтобы не допустить кровопролития на Люге, да, то есть ваша книга так и называется «Исповедь миротворца». И вот 28 лет прошло, и я думаю, что, знаете, каждый год когда мы достигаем определенной годовщины, с моей точки зрения, самое время подвести определенные итоги, оглянуться назад, посмотреть, что произошло, чего хотели, чего достигли. Тем более сейчас поменялся контекст, идет война в Украине, Украина борется за свою независимость. Ну, мы фактически наблюдаем за такими последними шагами развала Советского Союза, а Гагаузия возникла как результат того самого развала Советского Союза, который разваливается вот сейчас. И у меня к вам такой вопрос. Вы лично и ваши соратники по Гагаузской халке тогда, какие цели вы перед собой ставили, когда вот зарождалось это движение? Если я не ошибаюсь, оно зарождалось из такого маленького дискуссионного клуба, где разговоры шли о возрождении гагаузского языка, гагаузской культуры.
необходимости сохранения и возрождения, и увековечивания исторической памяти. Вот если оглядываться назад, глазами сегодня, 28 лет спустя, те цели, которые вы перед собой ставили, они достигнуты? И вообще, какова была цель? Цели были следующие. Сначала причины. Причины, которые побудили к этому. Я чуть позже примкнул. Савастин, Гагауз, Халкин начали художники. Это свободная профессия. Они начинали чуть раньше, намного, 85, 86, 88. Вот 88, начало 80 я примкнул. Я в Одессе 7 лет проработал. 7 лет я проработал преподавателем Одесского экономического университета. Потом я в Кагуле заведовал отделом экономики Кагульского орошаемого земледелия. Такой институт был в Кагуле. И проездом в Камрате. Наверное, у меня те же были чувства, что были чувства этих художников, наших гагаузов. А чувства были следующие. Были ли мы подавлены? Наверное, да. Наверное, да. В чем? Живя в Одессе, на Украине, или в Украине правильно будет, вот. Гагаузы там, нас меньше, в Молдавии больше гагаузов, значит. И меня всегда интересовало, а почему гагаузы так мало в институты поступает? А почему вот такое отношение? Вот. И я решил статистику поднять студентам 2-го курса. Оказывается, по национальному составу. Мы были подавлены по национальному составу. И я решил сделать такую статистическую подборку по национальным составу с высшим образованием на 1000. На первом месте евреи, каждый еврей с высшим образованием, около 480-490 человек на 1000 человек. Вторым идет русские, порядка 156. Дальше русских идут, представьте себе, третьими, после русских идут болгары. У них порядка было около 20-27 человек с высшим образованием на 1000. Вот такое. Предпоследними шли украинцы. Вот такая общая подборка по Украине. И последними гагаузы. 6 человек на 1000. С высшим образованием на 1000. Это по всей Молдове, по да. России. Может быть, здесь, вы знаете, есть и некоторые другие вещи. Может быть, труднее немножко тюркоязычным, немножко в школе. Может быть, немножко есть другие издержки. Вот такие издержки. По Молдове 1 к 1. На первом месте в Молдове, в Кишиневе. Я делал то же самое в Кишиневе. Работая в Кагуле, я сделал такую подборку по Молдове. На первом месте опять идут евреи, где-то около по 400, каждый второй. Дальше идут, вторыми идут русские, такой же показатель, 120. Вот. Следующими идут болгары, опять в Украине тоже болгары выше, чем молдаване. Молдаване, я помню эту цифру, я каждый раз называл Снегуру и Лучинскому. Лучинский первый секретарь райкома, это был 89-й год. И вот такая встреча была, они решили с Гагаузом Халкой встретиться. Я решил задать 2 вопроса. Удивительно, Снегур и Лучинский меня внимательно выслушали. Другие бы перебили бы, типа наглеет. Я обратился к Лучинскому. Вы можете сказать в Молдове здесь, гагауза на 1000, какая цифра? Вы знаете эту цифру? Лучинский промолчал. Снегуру задал тот же вопрос. Михаил Иванович, а молдаване на 1000 человек, вы знаете? Тоже промолчал. Тогда были национальные кадры. Поэтому я, во-первых, похвалил. Да, вы очень следите, что как национальные кадры, чтобы молдаване обязательно следили, чтобы они поступали, а гагаузы. Поэтому эту цифру помню. Предпоследние молдаване, 14 молдаван на 1000 с высшим образованием. Гагаузов в 2 раза меньше, 7. Я очень хорошо помню эту цифру. 7 человек гагаузов на 1000 с высшим образованием. Почему вопрос стал в университете? Поэтому то, что тогда меня отстранили от работы, чтобы вы все знали, чем закончился. Вы были председателем райисполкома? Я был председателем райисполкома. И я решил, видимо, на этой волне протеста, я иногда забываю, что я чиновник, председатель райисполкома, а вместе с Гагаузской Халкой то же самое я скандирую.
значит, долой райкома партии. Казалось бы, нужно было более конкретно подходить к этому. Так вот. В каком году это было? Это было в 90-м году начали. Доброва Движение за университет. Да, Доброва объявил голодовку, начали подписывать. Вот это причина. Часто сегодня думают, а надо было это университет, даже не знать причину. Да наша молодежь не могла поступить, возвращались назад. Вы понимаете? В Кишинев не могла. В Кишиневе. Представляете, молодой человек возвращается в село, какая трагедия родителей. Значит, ребенок учился, закончил среднюю школу и возвращается с Кишинева пустым. Тогда было очень болезненно. Возвращается домой, и он: ты поступил? Нет, я не поступил. Это трагедия целая была. Наша молодежь не может поступать. И поэтому стал вопрос, а почему мы не должны иметь свое высшее образование? Это была одним из причин всех этих протестов. Поэтому, значит, я поддержал это. Сделал одно распоряжение. То есть вы примкнули к ГГУ Скалка, когда начались разговоры про необходимость высшего образования, что или... Значит, я примкнул к ГГУ Скалка не только необходимость высшего образования, вообще отношение к гагаузам в Молдове. В Советском Союзе? Да. Франгу очень хорошо выступил, дай бог ему... Франгу председатель колхоза да, он ушел в иной мир, да. Он очень хорошо в парламенте выступил. Вы посмотрите, говорит, где табак содержит. Табак выращивает только гагаузы. Это вредное производство. Он четко назвал. То есть аргументов о том, что нас прижимает, к нам относится, значит, каким-то не то что унижением, каким-то людей как бы второго сорта. Это делают чиновники. И чтобы меня правильно, речь идет не о молдавском народе. Я говорю, вот те ЦК, которые сидели, люди, которые планировали, делали эти вещи. Вот. Кроме этого, значит, крупные животноводческие фермы, то же самое у нас и так далее. Но самое главное, чем я выступил на съезде там, я посмотрел экономику, каким образом распределяется полученный доход в Республике Молдова. Все регионы, некий общий котел дают свои доходы, потом этих доходов. Тогда было такое понятие, как налог с оборота. Больше всего налог с оборота виноградарство дает. Убытки животноводства было всегда убыточным. Именно гагаузские регионы. Когда я взял эти 3 района, просмотрел, мы больше всех передаем в общий котел, а с этого в общего котла мы забираем меньше все. Я посмотрел, кто забирает эти деньги? Кишинев — раз, Бельц — 2, Тирасполь — 3, на юге Кагул. Они очень культурно называли это, очень обтекаемо называли. Они говорили города республиканское подчинение. Вот Кагул получит многоэтажные дома, квартиры люди получают и так далее. А Камрату, Чадырлунге, конечно, им дадим чуть поменьше. Да и другим районам тоже. То есть в любом случае, когда мы анализировали, мы всегда получали, мы были экономически ущемлены. Значит, с образованием — раз, структура — 2, и 3 экономика. Вот эти 3 вещи, которые побудило всех людей о том, что мы должны протестовать и объединиться, поддержать ГГУ Скалка. А что насчет языка, культуры и исторического наследия? Насчет языка, культуры, значит, был один момент, у нас нет ансамбля своего, у нас нет своего радио, своего телевидения и так далее. Этот вопрос тоже встал. Поэтому он был основной или он был второстепенный? Не, его поддержали быстро. За нет тогда «Буджавская волна» была такая передача на гагаузском. Здесь они нас поддержали. Вопрос культуры, ансамбль признали. Здесь не было. Значит, и языка тоже. У нас язык должен преподаваться. Теперь мы подошли к самому важному, что мы не доделали. Нет, там был еще один момент. Такое ощущение, что Гагаузия, вообще все движение как бы Гагауз Скалки было поддержано всенародно именно тогда, когда начал разваливаться Советский Союз. В Кишиневе стало расти движение за национальное собрание, Народный фронт, который там звучали такие унионистские лозунги. И это больше всего испугало гагаузов. И такое ощущение, что гагаузы здесь сплотились, боясь развала Советского Союза. И вот мы сегодня тоже видим, да, вот этой войне в Украине, кого поддерживают гагаузы, да, то есть идею восстановления Советского Союза, о чем провозгласил, в принципе, что провозгласил Путин. Эта идея, она резонирует среди гагаузов очень сильно. Как так получилось, что все гагаузское ушло, а его сейчас нету, да, а вот эта идея
восстановления Советского Союза, она выжила, и она сейчас как бы доминирует в гагаузском обществе. Да, это парадокс. Очень такой парадоксальные вещи получается. Сначала все шло в общем направлении, парад суверенитета. Каждый народ, Кавказ, Прибалтика и так далее, мы следили за этим. А чем наш народ хуже, чем Прибалты, значит, Кавказ и так далее, мы тоже. А чем мы хуже, молдаване поднимают, они Народный фронт, вот они подняли. И знаете, что повлияло, что нам помогло? Помогло нам, не ожидая. Вот в этом и глубина. Именно глубинные вещи получилось. Значит, Народный фронт, что объявил Народный фронт? Латыницу, да? Гагаузам настолько не понравилось, особенно коммунисты нас стали поддерживать. Вот они латиницу, значит, они у себя, и тут же начался, значит, они переходят на латыницу, они, значит, там руманизация начинается и так далее. Это тоже был поводом. То есть, говоря простым языком, Народный фронт нам помог объединить всех, и коммунистов, и всех, против Народного фронта. Так что мы, как ответная реакция получилась. Но до Народного фронта было движение за национальное возрождение. За национальное возрождение. Да. Что общее между нами и Народным фронтом? Гагауз, Халкы и Народный фронт двигались параллельно. Они долой ЦК, они жгли ЦК, а мы здесь в Комрате долой райкома партии сделаем наш университет. Вот, собственно, в этом направлении мы едины. Я часто встречался. Почему у нас не было конфликта, не было войны? Я встречался не потому, что я лучше, чем Киндигелян. Нет. У меня были антисоветские настроения, как и Кишиневский, как и у Хадырка. Главную роль играл Народный фронт и Хадырка. Я знал, на какие кнопки нужно нажимать. Ведь я не коммунист, я единственный председатель райкома не коммунист. И у меня антикоммунистические, антисоветские настроения были тогда. Это очень помогло на переговорах. Я часто называл... Во время похода волонтеров, да? Во время похода волонтеров. И почему тебя верят, почему именно ждали моего прихода туда. Поэтому вот эти 6 походов, мои в Чимишли, я знал, что нужно сделать, надо решить эту проблему. Вот. И тогда эта проблема была решена. Я часто Хадырка говорил, ты не знаешь, что нас подставляет. Тебе не кажется, что третья сторона ждет? Ведь мы ждали с России помощь. Они не давали нам пока. С Болграда ушли. Были 3 транспортера, и взяли, ушли, мы остались опять одни. Поэтому пришлось затянуть это время. Нам нужно время, работали на нас тогда. Так что касается 90-х годов, которые движение Гагаузскалки, это было положительно, это было... Вы конец 80-х имеете? Да, это было плюс. Что получилось, что не получилось. Давайте разделим на две части. Да. Что получилось? Получилось то, что бы ни было, я сейчас одновременно перед Новым годом обращаюсь к нашим гагаузам, нашей Гагаузе, что бы ни говорили, что бы ни обвинили нас, патриотов, вот, то делали и что-то не делали, самое главное, мы разрешили на юге, значит, мирно мы разрешили этот вопрос. Не было войны на юге, противостояние разрешился. Нагорный Карабах и по сей день льется кровь. Поэтому самое большое наше достоинство, я этим горжусь сегодня, что именно мы с молдаванами пожали руки. Если хотите пример, пожалуйста, под Бендерами 1500 человек, значит, погибло. Я просто удивлялся, какое отношение к человеческой жизни, я даже в своей книге написал. Жизнь человека дана Богом, и отнимать эту. Идет заседание парламента, я депутат парламента, представьте себе, 91 год. Косташ выступает, в такой легкой форме называет. Сегодня, значит, 3 погибло, значит, среди полицейских, и среди добровольцев столько-то, и каждый раз, там 3 человека, там 4 человека сегодня погибло под Бендерами. Тогда я объявил голодовку прямо в парламенте, что можно же решить эти вопросы, можно же договориться. Почему я сейчас говорю эти слова, Михаил? Пока мы с тобой сейчас сидим здесь, пока мы сидим, сегодня здесь, по соседству, в Мариуполе, под Херсоном идут бои. Тысячами, сотнями людей в день умирает. И наша Гагаузия молчит, никакого отношения о том, хотя бы одно обращение сделать о том, что войны не должно быть. Чужого горя не бывает.
И мы наблюдаем, я вспоминаю, вот мы вспомнили октябрьские события, а мы сейчас с тобой сидим здесь. Михаил, я хочу сказать, что я не хочу сказать, что я прогнозирую, но мне кажется, что пройдет какое-то время, твои дети, а мои внуки будут смотреть фильм. Подобно тому, как мы смотрели, значит, битва под Сталинградом. Сейчас идет битва под Херсоном. И я иногда удивляюсь ментальностью нашим. Эй, Йольдрилев, хохол, ты хотя бы он узнал бы, снял бы мобильный, посмотрел женщин, детей. Но самое главное меня поразило. Не война двух армий на чистом поле. Прямо бомбят, уничтожают многоэтажные дома. Там же дети, там же женщины и дети. Сотнями. 100 тысяч со стороны России и столько же со стороны Украины. Полное безумие. То есть я прихожу к тому, что добро и зло не исчезают. И 1000 лет назад, и сейчас. Борьба добра и зла на нашем европейском, если хотите, на наших пространствах идет. Вот. Я сожалею, что мы безучастные. Вы знаете, почему я... А как бы вы видели участие Гагаузии? Поддержку Украины, кого поддержать в данном случае? И как нужно было? Хотя бы на первом. Я знаю, что ментальность у нас другая. У нас по-советская ментальность. Мы советские здесь. Мы больше половины сталинисты. Мы почитаем Сталина. При Сталине был порядок. Завтра сталинизм наши станут под флаг Сталина. Непременно. Я никого не обвиняю. Так, это ментальность наша. Что мы должны выступить на чьей стороне? Мы должны выступить обтекаемо. Остановите войну. Остановитесь войну. Вот. Хотя бы против войны. Тут же мы разойдемся на две. Одни станут на стороне России, другие на стороне Украины. Даже наши гагаузы разделились. Гагаузы на Украине, они на стороне Украины. Они видят. Ведь я связываюсь это первый раскол среди гагаузов, да, Да, получается? раскол среди гагаузов. Хотя бы позвонить. Михаил, я встретил моего студента, и я знаю, что это давненько, до войны. Только-только назревала эта война. Вот-вот завтра Вы имеете в виду вот сейчас, 24 Да, я его встретил на базаре, в Камрате. Я знаю, что Одесса пророссийская. Они все пророссийские и так далее. Я его узнал, он меня узнал. Это один из хороших моих студентов. Я задаю им вопрос. Как там Одесса? До Одессы не дойдет или пока Донецк там и так далее. А он четко, пусть только подходит. Я говорю, откуда это? Вы же... А потом врач другой, тоже гагауз. Я говорю, вы же всегда Россию поддерживали. Что с вами случилось в Одессе? Он мне говорит, Константин Петрович, если вы знали, что они творят с Мариуполем, что они, у нас изменилось буквально ментальность и отношение изменилось. Что бы ни было, никому не дано право убивать. Вот. Никому не дало права. Поэтому я лично болезненно все это смотрел на эти. Ну, тем более вы сами родом из Виноградовки, да? Да, я с Украины родом. Дело в том, что я 7 лет преподавал в Одессе, и я встречаюсь с моими друзьями. Вот они передают. Это мои друзья. Поэтому я прошу камрадчан, некоторых, другой психологии, не надо меня обвинять, почему ты проукраинский. Да потому что я там учился, потому что мои друзья. Я не буду спрашивать, если ты сталинист, дорогой мой, если ты готов, если ты называешь, надо убивать хохлов, я не могу с тобой быть вместе. Поэтому я и никого не боюсь. Я тогда говорил вам всем, а ну вспомните, в Камрате я говорил, молдаване не виноваты. Когда вы гнали всех молдаван с Камрата. Это Косташ, это Мирчадрук и так далее вы можете найти. А при чем тут в Бараганах простые колхозники? Я тогда возмущался, потому что нагнетает это противоречие. Поэтому я не слушал вас, уважаемый, который тебе не нравились молдаване, тебе не нравятся хохлы, я не знаю, кто ты такой личность. А таких, как ты, уважаемый, я к тебе обращаюсь. Таких очень много в Камрате. Таких очень много. Вы персонально к кому-то обращаетесь или вы... Таких, как ты, по телевизору, который сейчас сидит и смотрит. Кима, Россия, Кима, Хохларулам, Юльдурмя, значит. Вы к ним обращаетесь? Я, образно говоря, значит, некому сущностью. Да, я понял. Он скорее всего, сущность. Поэтому... Вот по поводу, есть ли шанс возвращения вот этого движения за обретение гагаузами идентичности, исторической памяти? Вот у вас перед вами книга Джанаджиса, которую представили недавно в Авдарме. Это, я так понимаю, сборник историй людей, которые пережили
Голод, он, я так понимаю, весь на гагаузском языке там, или там дублируется, по-моему, да, на гагаузском и на русском языке. Проблема голода до сих пор не решена. Вы поднимали ее еще в начале 90-х, что нужно памятник. Недавно, в 2019 году, если я не ошибаюсь, в Народном собрании два депутат из Авдармы, Елена Федоровна, и депутат из Чешмекёя, Екатерина Федоровна, Жекова, поднимали этот вопрос. Я помню, как сейчас там каждый посчитал своим долгом, даже те, кто не говорили на заседании Народного собрания ни разу, посчитали своим долгом встать и пристыдить этих двух женщин за то, что они вообще посмели поднять этот вопрос, потому что это может обидеть Москву. Вот есть ли шанс, что гагаузы вернутся к... И гагаузы имеется в виду здесь, потому что в Украине, я так понимаю, среди гагаузов этот процесс уже начался, как минимум мы видим среди элиты гагаузов, те, которые представляют гагаузов в Украине. Здесь, в Гагаузии, этот процесс может возродиться опять, или уже этот поезд уехал? Имеется в виду процесс по обретению идентичности и по возрождению и увековечиванию исторической памяти. Вы задали этот вопрос, настолько он оказался сложным. Я не ожидал, что так много времени нужно, чтобы поменялось сознание. Нет такого явления более тяжелого, чем сознание. Очень тяжело менять. Порой нужно менять целое поколение, чтобы изменилось сознание. Значит, я остаюсь оптимистом. Я думаю, что поезд тронулся. То, что было презентация этой книги, меня удивила молодежь. Я думал, что и молодежь такой же, как и некоторые по 30-40 лет, которые ждут советскую власть, ждут коммунистов опять. Это совершенно уже другая молодежь наша. Чем мне понравился там, когда шла эта презентация, это в Авдарме была эта презентация, преемственность поколений. Я видел искренность этих старушек, кому за 80 лет. Такую правду они истории рассказывают. Это свидетели были. Это свидетельские показания, это не презентация книги. Это было там свидетельские показания. Кроме этого, организаторы, значит, Елена Карамид, Екатерина Жекова, значит, Игнат Казмалы очень многое сделали, чтобы состоялась эта книга. Чем она, эта преемственность? Вы понимаете? Я очень хотел, чтобы все сдали в каждом селе и так далее. То есть первое меняется. Что меняется? Меняется немножко отношение. Ведь вы посмотрите, что было в 1996 году. В 1996 году, после опубликования первой книги, это трагедия юга Молдовы. После опубликования книги Царана, Анатолия Царана, она называется «Голод в Молдове». Но больше всех пострадали на юге. Да, от 30 до 60%, да? Да. Сел. Население сел. Население. Да. И вы знаете, по сей день относятся к этому чуть не, значит, не с позиции отрицания. Не с позиции отрицания. А власти не виноваты. Значит, это местные сделали. Перегибы это на местах. Да, перегибы на местах. Да, перегибы на местах. Да, перегибы на местах. А о пирамиде не говорят. Не говорят о идеологии. И по сей день, я сейчас задам некоторые вопросы, которые телезрителям сейчас не понравятся, я знаю. Но я не жду, чтобы понравилось телезрителям. Отношение к Ленину, отношение к памятнику Ленина в Камрате. Сколько лет еще нужно будет? Они вроде бы грамотные, я их называю не столько грамотным, сколько полуграмотными. Если вы читали труды Ленина, хоть читали труды Ленина, откуда голодовка начинается? Сначала была идеология. Идеология была Ленина. Ленин был идеологом. И первая голодовка началась не в Камрате, не в Юге, она началась в 1921 году, значит, с Поволжья. Что говорил Ленин? Значит, обозами отправили матросов, кронштадтских матросов, собирать зерно. Некоторым матросам жалко было, и они пустыми возвращались. Если заберут они зерно, люди умрут с голоду. Что сказал Ленин после того, как узнал, что обозы вернулись пустыми? Он сказал следующее: меняйте уставших. Смотрите, какое грамотное выражение. Они уставшие. Найдите типа жестоких. Вот откуда все исходит. Потом Сталин оказался тот самым жестоким. Сталин же уничтожил больше, чем Гитлер. По сей день опросите, скажем, всю Гагаузию. 70% в поддержку Сталина. Сталин пардор. При Сталине он войну выиграл и так далее. Сталин это все. Но 1937 год, лагеря,
Это, говорит, это оставь. Поэтому вот здесь, значит, что я могу сказать, люди, которые так мыслят? Почему мы так плохо живем? Ответа нет. Давайте копнем глубже. Как мы думаем, Михаил, так мы и живем. Если мы так думаем, в отличие от прибалтов, они иначе думают. Почему прибалты лучше? Почему Эстония? Почему эти? Да у них не было возврата к коммунизму. А было бы возврат Молдовы? Было. Лучинский вдруг становится президентом страны. Мы вернулись назад. Это трагедия Молдовы. Почему сегодня плохо живем вся Молдова? Мы вернулись назад. Потому что нас шатает из стороны в сторону. Да, мы вернулись назад. Шаг вперед, два назад. Шаг да, вперед, два назад. мы вернулись назад и в Молдове. Первый секретарь райкома становится первым башканом. Все, приехали. И не надо нас, патриотов, винить. Что вот вы сделали автономию, мы думали, жить будем хорошо. Но вы выбрали не нас, вы других. Мы нас отстранили, отойдите, идут коммунисты. Первый секретарь возвращается в Комрат. Вот что вы создали. Вот. После этого... Кого породил Лучинский? Лучинский породил Воронина, коммуниста. И легче, пусть мои соплеменники, гагаузы, это мои братья, это мой народ, но легче всего, Михаил, обманывать гагаузы. Они так легко обманываются. Тегелди Воронин, şimdi komünistler olacak nasıl ileriden olardı. O adam çok doğru söyledi. Hani kolkozla yeniden olacakmış, hem de o kendi самолетunu satacakmış. Hadi bir sonra. И Лучинский становится президентом благодаря нашим гагаузам. Мы поверили. Нет. Что он вернет колхозы и продаст свой самолет. Да, да. Что мы имеем сегодня? Да, он построил коммунизм. Знаете, кому он построил? Своему сыну. А у него есть сын Олег, стал миллионером. Он обманул вас, гагаузов. Вас, гагаузов. Вы про Воронина сейчас говорите? Да, я по Воронину говорю. После этого приходит Дадон, его же ученик Дадон. То же самое получилось, то же самое. Поэтому то, что мы сегодня плохо живем, потому что мы так думаем. Какой у меня есть надежда, Михаил? То, что я видел, молодежь иначе думает. Вот я видел молодых, там были мои студенты, уже иначе они смотрят на эту голодовку. Они называют вещи своими, это было голодомор. Вот почему вы считаете, что изменение отношения к голоду откроет путь к более лучшей жизни? Почему это так? Непременно, непременно. Я видел молодых людей, мы видели, где-то мы системно подошли. Мы там показали всю эту пирамиду, мы показали Ленина. Но некоторые вам скажут, ну какое отношение к зарабатыванию денег и к экономике имеет отношение к вопросу голода? Самое прямое, самое прямое. Если вы думаете, что у нас есть рыночная система и у нас рынок работает, у нас нет рынка, Михаил. Называется рыночная система свободного предпринимательства. У нас нет свободного. Значит, в Молдове государство схвачено. Украден не экономический кризис, я экономист. Не видите нас экономиста, вот мы экономисты плохие. Не экономический, духовный. Миллиард украли, это что? Экономика, причем это экономика? Мораль. Мы пока не изменим мораль, наши отношения вот здесь еще. Здесь мало иметь образования, нужно еще и здесь иметь некая мораль. Поэтому пока будет вот эта коррупционная схема действовать. Кстати, по этому поводу, если ты мне дашь 2 минуты. 2 минуты, да. Я хочу сегодня, впервые в студии, здесь, сделать некое начало. Точно такое начало, как было в 1991 году, когда мы шли. Мы потеряли 4 года, но все-таки мы реализовали этот проект. Сегодня я хочу сказать о том, что есть следующий проект, мы его давно написали, но не знали, как его вести, потому нужны были законы, нужно было убедить народное собрание, нужно было убедить всех и так далее. Это очень тяжело. Мы идем в другой путь, быстрый и сразу. Я уже связался с некоторыми депутатами парламента Молдовы и некоторым правительстве. Мы возвращаемся к нашей идее, значит, впервые патентообразование создали мы, и впервые единый налог тоже мы, и теперь проект. То есть у нас был эксперимент на одном предприятии. Теперь мы просим правительство Молдовы, мы просим, значит, парламент Молдовы дать Гагаузии экономический эксперимент на всю Гагаузию. На всю Гагаузию вы даете эксперимент. И я гарантирую о том, что через некоторые, за 2-3 года решится буквально все проблемы. Какие проблемы решатся? Сегодня теневая экономика в Молдове 64%. Даже Тарлев еще. Сегодня экономика больна, притом хронически.
наши граждане тоже делают прогнозы свои и тоже ищут причину. Их причина, улица, как рассуждает улица? Улица рассуждает так. Если плохо сегодня в Молдове, надо менять президента. Если с одного президента у нас будет другой президент, все поменяется. Гагауза тоже так думает. А да, раз Башкан, да и так далее. То есть башканы и президенты менялись, а тренд остается. Не меняется система. А мы хотим менять полностью всю систему. Вы можете себе представить, система управляется огромным аппаратом. У нас армия не дает развиваться. В чем ваше предложение? Один пример. Значит, Литва, 21 тысяча чиновников управляет всей Литвой. Как вы думаете, у нас сколько? У них 21. Население у них 3,3, у нас 3,6 миллионов. У нас 224, 10 раз больше, огромное. Только в Гагаузе было 7,2, сейчас больше 8 тысяч. Для чего? Когда слабая экономика, создается огромное количество. Они пытаются собирать, а рабочие места наоборот уменьшаются, экономика наоборот худеет. Но среди чиновников увеличается. Ну да, огромное количество. То есть антикоррупционный механизм нужно экономическими методами мы предлагаем и антибюрократический аппарат. То есть, говоря простым языком, чиновников мы опускаем чуть ниже и чуть выше поднимаем предпринимателей, работодателей, кто открывает рабочие места. И они делают соглашения, налоговые соглашения. Так и называется моя тема «контрактная экономика». Бюкенен получил Нобелевскую премию, и в политике тоже. Слово «найти компромисс». Война рядом идет. И здесь в экономике тоже. Посмотрите, одни протесты, митинги идут в Камрате, потому что никто не хочет ни с кем говорить, никто не хочет искать компромисса. Вот этим методом, более подробно, наверное, у нас будет отдельно круглый стол, где мы приглашать будем все власти. Пригласим экономистов Кишинева, с парламента пригласим. То есть, одним словом, я хочу сказать, нет в природе такого явления, чтобы не нашли выход. Выход есть. Константин Петрович, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Поделились своими воспоминаниями и своими планами на будущее. Ждем вас еще. Спасибо. Пользуясь случаем, что скоро Новый год, Михаил, тебе спасибо. Я знаю твое мышление, я слежу за тобой. Мы должны все-таки, те люди, которые идут чуть-чуть дальше других, всем постраиваться. Все-таки есть люди впереди идущие, и есть люди, которые замыкают. И мы должны смотреть на капитанов, которые идут чуть дальше. Поэтому спасибо за твою позицию, и спасибо за то, что ты пригласил. Но, пользуясь случаем о том, что скоро Новый год, Михаил, я хочу тебя поздравить, я хочу поздравить всех наших гагаузов, всю нашу Гагаузию, всех людей доброй воли. Значит, с наступающим Новым годом. Мы сегодня с Михаилом сказали, что есть выход, есть возможности поправить все те вещи, которые в прошлом году не реализовались. Поэтому всем добра и берегите себя. Счастья, здоровья, всем самого доброго. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, мы вернулись в студию, ждем у нас следующий гость Анатол Саранов, мы ждем его подключения. С ним я хочу поговорить и попросить его прокомментировать, как гагаузская автономия видится из Кишинева, как в Кишиневе оценивают эти 28 лет, которые прошли, как вы помните, в 1994 году Гагаузия получила особый правовой статус. Господин Саранов наверняка не сможет говорить за весь Кишинев, но как один из историков, политических комментаторов, человек, который комментирует политические события в стране, наверняка сможет сказать, как этот процесс видится в Кишиневе, и чего с его точки зрения удалось достигнуть, и чего не удалось. И вот мне подсказывают, что господин Саранов у нас на связи. Да, вот подсказывают, что буквально еще чуть-чуть, и он выйдет на связь. Ну, в общем, завтра будут наверняка какие-то торжественные мероприятия, посвященные 28-й годовщине гагаузской автономии. Как правило, это отмечается в таком очень, такие скромные мероприятия в Камрадском доме культуры, где произносятся речи, насколько важно было создать гагаузскую автономию.
Ну, в общем, вот мне подсказывают, что господин Царанов у нас на связи. Господин Царанов, здравствуйте, слышите ли вы студию? Да, добрый день. Рад вас видеть и благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир и согласились прокомментировать ситуацию. Господин Царанов, вот завтра 28 лет гагаузской автономии. Такой важный момент, все отмечают это как один из таких немногих удачных примеров бескровного мирного разрешения национального вопроса. Это, по-моему, единственный пример на постсоветском пространстве Гагаузия. Но вот помимо вот этой радостного момента или хорошего момента, положительного момента, который можно было бы отметить, есть куча таких моментов, скажем так, горьких. А вот вам, как человек, который живет в Кишиневе, который наблюдает за политическими событиями в стране и непосредственно в Гагаузии, как видится эти 28 лет? С вашей точки зрения, гагаузская автономия стала тем, что от нее ожидали в Кишиневе? Общество, политический класс, элиты или не совсем? Я думаю, что существуют определенные претензии к тому положению вещей, которое сегодня, так сказать, установилось в отношении Кишинева и Камрата, но даже самые ярые критики, они не могут отрицать того факта, что гагаузская проблема была решена в условиях Республики Молдова без крайностей, без кровопролития. И это самое большое достижение молдавского общества, частью которого является гагаузское общество. Безусловно. И поэтому с этой точки зрения проблемы всегда будут существовать, даже в самых благоприятных условиях. К сожалению, нынешнее состояние дел в отношениях между Камратом и Кишиневым не самое радостное, не самое хорошее, но оно не критично. И существует очень много возможностей для того, чтобы эта тенденция критичности не состоялась. С моей точки зрения, и у Камрата, и у Кишинева достаточно много большой разумный потенциал для того, чтобы не обострять ситуацию. Даже если и в Кишиневе, и в Камрате есть персоналии, которые хотели бы другого положения вещей. Но, к счастью, не они предопределяют сегодня уровень отношений между Кишиневым и Тирасполем и его характер. Хорошо, вот вы говорите, есть шанс или потенциал для того, чтобы отношения между Кишиневым и Камратом развивались. Скоро в Гагаузии пройдут выборы. 30 апреля выборы Башкана. Мы как бы провели такой небольшой анализ того, как развивались взаимоотношения за эти 28 лет, и пришли к выводу, что вот примерно с 2006 года в местной гагаузской политике стала доминировать Москва. Если до этого как бы доминировал Кишинев, и Кишинев имел веское слово в том, что там, не знаю, касается выборов Башкана, да, прежде всего Башкана, то с 2006 года вот это вот преимущество перешло к Москве. Как вы думаете, почему Кишинев допустил доминирование Москвы в местной гагаузской политике? И это в том числе и сказывается на взаимоотношениях Кишинева и Камрата и сегодня. Ну да, можно предъявлять очень много претензий к той политике, которая выстраивается в Кишиневе в отношении гагаузской автономии. Я думаю, что в Кишиневе были допущены обидные промахи в том, что касается выстраивания этих взаимоотношений. А то обстоятельство, что вот этот середина первого десятилетия, третьего тысячелетия стала так сказать, каким-то рубежным в изменении отношений в Гагаузии, то это связано вообще с историческими предпосылками и с историческими условиями, в которых живет гагаузский народ на протяжении последних 2 столетий. Россия традиционно занимала особое место в мировоззренческом плане у гагаузского народа. Гагаузы вообще исторически относятся к России чрезвычайно пиететно. И это имеет свое объяснение. Гагаузы –
это тот этнос, который подвергался очень большому прессингу на протяжении всей своей многовековой истории. Ведь большая часть гагаузов пришло на территорию Молдовы в начале XIX века. Они пришли из Болгарии. На первом этапе даже не существовало вот этого деления в русской имперской канцелярии, не существовало даже деления на болгар и гагаузов, были просто болгарские колонисты. Это в конце XIX века стало вдруг неожиданно, обнаружили, что болгарские колонисты – это две большие компоненты, собственно, болгары и гагаузы. Гагаузы в Болгарии, опять-таки, я вынужден сделать этот исторический экскурс. Гагаузы ведь это народ, который говорит на тюркском языке. В этом отношении они для болгар, ну, болгары с подозрительностью относились к ним именно из-за этого, из-за языка. Потому что Турция захватила Болгарию, и Турция осуществляла там политику геноцида по отношению к болгарам. И в то же время, так сказать, Турция, которая давлела в Болгарии в течение многих веков, они рассматривали гагаузов как совершенно как людей, к которым относились враждебно. Да, они говорили на тюркском языке, но они были христианами. И таким образом гагаузы попали в чрезвычайно сложное положение. С одной стороны, они не испытывали благожелательности со стороны болгаров, а с другой стороны подвергались, так сказать, прессингу и гонениям со стороны турков. И все это вместе предопределило многие характерные черты национального характера гагаузов. Когда они переселились в Молдову, в Буджакские степи, они здесь получили огромное количество льгот, они как бы приобрели вторую жизнь. И все это не было связано с Молдавским княжеством непосредственно, потому что эта территория, которая фактически принадлежала, или, скажем так, традиционно принадлежала Молдавскому княжеству, она не была заселена. Это была очень, так сказать, слабо заселенная территория. Для гагаузов тот авторитет, который предоставил им новые условия жизни, это было царское правительство. И вот это вот воспоминание историческое, оно очень четко запечатлелось в национальном сознании, в национальной памяти. И существует до сегодняшнего дня. Это историческое объяснение тому, почему гагаузы так пиететно относятся к России. Россия практически их спасла от геноцидных практик. И гагаузы простили России, то есть они напрямую не связывали с Россией те гонения, которым они подвергались, например, в советский период, тот же самый голод, тот же самый депортация и прочее, прочее. То есть у них не произошло вот этой смычки на уровне национального сознания о том, что в этом виновата Москва. Хотя Москва административная была виновата в этом. Но это не распространилось на отношения к русским. Гагаузы до сих пор считают русских, ну, это дивный светоч. Оттуда идет свет из Москвы. И тут существует противоречие между тем, как воспринимают Москву сегодня гагаузы, и как воспринимает большинство населения Республики Молдова, в первую очередь румыны и молдаване. И вот эта вот дихотомия, вот это вот противоречие, оно, к сожалению, не преодолено до сегодняшнего дня и создает проблемы, в том числе во взаимоотношениях Кишинева и Камрата. Вот, кстати, вы хорошо подметили, да, что, в принципе, гагаузская эта автономия, она не создавалась для того, чтобы сохранить память о русском царе. Гагаузская автономия создавалась как инструмент для сохранения гагаузской идентичности, гагаузского языка, гагаузской культуры и восстановления и увековечивания исторической памяти гагаузов, в том числе памяти о том же голоде или о том, что связано именно с гагаузами, чего не произошло. И, кстати, в контексте войны в Украине, да, российской агрессии против Украины, это обретает немножко другой уровень проблемы. Проблема обостряется с моей точки зрения. Вот как с этим быть? Ну, нужно вести просветительскую работу среди гагаузов. К сожалению, произошел разрыв между тем, что называется культурные особенности румын, молдаван здесь в Молдове, и тем, как воспринимают культурные ценности гагаузы.
Это большое противоречие в молдавском обществе. Повторяю, Кишинев не очень обращал внимание на эти особенности. Кишинев был занят совершенно другими проблемами. Гагузы как бы были оставлены сами собой. И они по-прежнему жили в этом информационном российском поле. А Москва всегда была заинтересована в том, чтобы удержать Молдову в зоне своего геополитического влияния. И в этом отношении они на все 100% использовали вот эту вот привязанность гагаузов к России. К сожалению, Кишинев прозевал это обстоятельство и полностью проиграл пропагандистскую войну России в этом смысле. Гагаузы, к сожалению и для гагаузов, они остались как бы заложниками. Прежде всего, конечно же. Хотя для молдаван это тоже крайне неприятная вещь. Гагаузы остались заложниками российской имперской политики и российского имперского восприятия. И это очень большая проблема. И ее нелегко преодолеть, ее нелегко разрешить. Нужны очень большие усилия. Кстати, я хочу, как историк, напомнить, что во времена Румынского королевства гагаузы были достаточно верноподданнически настроены по отношению к румынскому режиму. К Румынии. Да. Я вам хочу сказать, что у вас в Гагаузии до сих пор, я недавно видел один документальный фильм, где старушка гагаузка говорила на чистом румынском языке, вспоминала стихи, которые она выучила в 4 классах румынской школы. Во времена королевства румынского очень многие, большинство гагаузов говорили на румынском языке. То есть они знали язык, они интегрировались в румынское общество. Но потом произошло то, что произошло. Когда пришли советский режим, это все оборвалось. И сегодня у гагаузов в гагаузском обществе очень сильны румынофобские настроения. И это тоже создает огромную проблему, которая требует своего разрешения. Опять-таки, исторический экскурс. Как это ни странно, но в 30-е годы гагаузские избиратели в Румынском королевстве, среди гагаузских избирателей была чрезвычайно популярна партия Народной железной гвардии. Очень многие... Да, Гарда де Фер. Да. Гагаузы голосовали за крайне националистическую румынскую партию. Это было связано с тем, что эта партия проповедовала христианские, так сказать, ценности в наиболее выпуклом виде, то, что как-то было приемлемо для гагаузов, которые являются христианами, которые привержены христианской религии. Но потом все это изменилось. Это говорит о том, что, так сказать, исторические уроки нельзя забывать. Те, кто игнорирует историю, они вынуждены переживать наиболее трагические страницы своей истории. И я думаю, что у гагаузов и румын-молдаван впереди еще достаточно сложные взаимоотношения, которые рано или поздно приведут к тому, что здесь установятся гармоничные отношения. Потому что вы совершенно правы. Когда в 1994 году Гагаузия получила автономный статус, кстати, статус, который практически почти не существует нигде в Европе по широте своих полномочий. Это действительно очень широкий статус. Да. Но, к сожалению, гагаузы не использовали вот эти вот политические возможности, которые предоставил им Кишинев, для того, чтобы укрепить свою национальную идентичность, свой собственный язык. То есть недостаточно, скажем так, использовал возможности своей автономии в этом смысле. По-прежнему в Гагаузии господствует русский язык, очень часто в ущерб гагаузскому языку. А вы совершенно правы, гагаузская автономия была создана для того, чтобы сохранить национальную самобытность гагаузов, а не для того, чтобы укреплять русификацию гагаузов в ущерб национальной самобытности. Но вот эта ситуация сохраняется по сегодняшний день. Вот, скажем так, вот это вот искажение истинных целей гагаузской автономии.
Хорошо, а это не смогли сделать местные гагаузские элиты, в том числе и политические, или они не стремились к этому, вот к сохранению, к созданию, то есть вести за собой гагаузов к тому, чтобы сохранить, возродить культуру, идентичность и возродить и сохранить историческую память? А вы знаете, что политический класс обычно, если он не является, так сказать, его качество не превышает обычные нормы, то любой политический класс всегда, так сказать, старается использовать те настроения, которые существуют в обществе. Это обратная сторона демократии, это слабая сторона демократии. Потому что в демократии очень важны голоса избирателей. А для политиков легче всего говорить на языке, который понятен избирателям. Это только такие политики, которые преодолевают статус политика и превращаются в государственных деятелей, они думают о будущем своего народа, а не о результатах выборов. К сожалению, в Гагаузии таких политиков было очень мало. Государственных деятелей в настоящем смысле этого слова. Кстати, в Молдове то же самое. Здесь, в нашем обществе, в нашем молдавском обществе, в широком смысле этого слова, в котором включается и гагаузский народ, и гагаузское общество, политический класс в основном был ориентирован на сиюминутные интересы. А сиюминутные интересы – это результаты будущих выборов. Я хочу хорошо, так сказать, чтобы моя партия получила много голосов. И тогда ты не обращаешь внимания на перспективу, не думаешь о будущем, так сказать, о проектах, многолетних проектах, а зациклен на очень кратковременные цели политические. Вот в Гагаузии это сыграло очень злую шутку с гагаузскими политиками, которые эксплуатируют вот эти вот заскорузлые представления о том, что является настоящими интересами Гагауза. И российскость или приверженность российскому политическому курсу, даже в условиях, когда Кремль проводит откровенно империалистическую политику на пространстве бывшего Советского Союза, гагаузы стали заложниками вот этого вот отношения политиков, собственных политиков к своему народу. Ну и, наверное, под конец этого, с моей точки зрения, очень интересного разговора, как вы видите, этот Гордиев узел, этот замкнутый круг, каким-то образом можно будет разорвать, и какие вообще перспективы, учитывая, что такая политическая элита в Кишиневе, не очень качественная политическая элита в Гагаузии. Гагаузы стали заложниками каких-то исторических фобий, да, в том числе связанных с унирией и румынским периодом истории, который, с моей точки зрения, был навязан в период советского нашего прошлого. Вот как это все преодолеть для того, чтобы... И есть ли в этом плане шанс или будущее у гагаузской автономии? У меня, к сожалению, нет оптимистического ответа в этом смысле на очень короткий период, на ближайший период. Это трудоемкий процесс. Нужно прилагать много усилий. Изменение ментальности – это дело многих лет. И в этом смысле гагаузское общество будет изменяться постепенно. И это только в том случае, если для этого изменения будут прилагаться соответствующие усилия, в том числе и с Кишиневым. Очень много зависит от того, как закончится война на Украине, каким образом произойдет замерение украинской, так сказать, трагедии. С моей точки зрения, Россия наверняка проиграет эту войну. Но, тем не менее, пока еще не ясно, каковы будут все-таки условия этого мира. В условиях проигрыша этой войны России это, несомненно, скажется в том числе и на отношении гагаузов к России. Это совершенно очевидно. Очень многое зависит от того, каким образом произойдет решение Приднестровской проблемы. Хотя гагаузский прецедент является предметом изучения для того, в какой мере его можно применить к приднестровской тематике. Ну и в конце концов, конечно, сейчас очень трудно говорить о будущем. Я не хочу быть оракулом. Но если
процессы, исторические процессы пойдут по своему логическому пути, очень возможно, что произойдет объединение Бессарабии с Республики Молдова с Румынией. Кстати, как это ни странно, если бы это произошло, гагаузы с точки зрения политической получат такие преимущества, которые они никогда не будут иметь в условиях Республики Молдова. Например, в Румынии представительство гагаузов в парламенте, прямое представительство в парламенте будет обеспечено румынским законом. Вот то, чего сейчас добивается гагаузы, чтобы иметь свое представительство в молдавском парламенте, и навряд ли получит это, потому что в этом случае станет вопрос о представительстве других национальных меньшинств в Молдове, а это уже связано с тем, что полностью будет разукомплектована та система политическая, которая существует в Молдове. В Румынии же существует сегодня условия для того, чтобы гагаузы имели прямое представительство. То есть вы призываете гагаузов стремиться к вхождению в Румынию в этом плане? Я предлагаю гагаузов, чтобы они самым тщательнейшим образом изучили проблему и оставили в стороне румынофобию и те предрассудки, которые навязаны российской империалистической пропагандой, и смотрели в суть своих национальных интересов, а не руководствовались вещами, которые навязаны извне и которые в принципе противоречат интересам гагаузов. Присоединение к Румынии это означает, что уже завтра, сегодня присоединились, уже завтра гагаузы становятся европейскими гражданами, имеют доступ к европейским фондам развития. Это значит, что сегодня гагаузский пенсионер, который получает какие-то там бедные 2000 лей, будет получать 6-8 тысяч лей. Завтра уже, сразу же. В Молдове, при всех условиях нашего самого благоприятного развития, повышение пенсии в 3-4 раза, как это произойдет в условиях присоединения к Румынии, немыслимо в ближайшие 10 лет. Это совершенно немыслимо. Нынешнее поколение пенсионеров уйдет из жизни на уровне вот этих вот 2-3 тысяч леев, в то время как присоединение к Румынии позволяет им сделать скачок в материальном обеспечении в несколько раз. Это только люди с предвзятым отношением к определенным ценностям, и это относится не только к гагаузам, это относится к молдаванам, к румынам, молдаванам, Бессарабии, только они могут игнорировать подобного рода выгоды, которые могут получить из унионистского проекта. Но пока это лишь только, скажем так, умозрительный проект, потому что подавляющее большинство гагаузов выступает против идеи унии. Ну, знаете, этот разговор обрел такой очень неожиданный для меня оборот, но в любом случае я благодарю вас. Интересное завершение этого важного разговора, господин Царану. Благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. До свидания. Приятного вечера. До свидания. Друзья, у нас на связи по скайпу журналист из Киева, наш коллега Иван Капсамон. Иван, слышишь ли ты студию? Добрый вечер, Михаил, слышу, все хорошо. Иван сейчас находится в одном из пунктов незламности в Киеве, поскольку в том районе, где живет Иван, уже 2 дня нет света, и мы очень признательны Ивану за то, что он нашел возможность с нами выйти на связь и поговорить по такому, ну, с моей точки зрения, важному поводу. Завтра 28 лет гагаузской автономии, как раз самое время поговорить о том, что вообще чего достигла гагаузская автономия и гагаузское сообщество за эти 28 лет. Иван, вот ты как гагауз из Украины, который, безусловно, наблюдал за все эти 28 лет за Гагаузией, не только ты, но и люди гагаузы из Украины, в том числе вот у нас был в студии и господин Тавшимжи, тоже, кстати, твой односельчанин, насколько я знаю, да, из Виноградовки, один из лидеров гагаузской халкы. Вот если бы ты позволил, я бы хотел с тобой, вот тебе задать такой вопрос. Стала ли Гагаузия центром для гагаузов всего мира за 28 лет? Такой, может быть, немножко провокационный вопрос, не совсем тот вопрос, который бы ты ожидал, но вот была такая когда-то идея, чтобы Гагаузия стала центром гагаузов всего мира. Вот с твоей точки зрения, это удалось или не очень?
Ну, вопрос логический, и я бы сказал так, что Гагаузия не стала центром для жителей самой Гагаузии, к сожалению. Потому что, исходя из тех целей, из того, скажем, патриотического подъема, который был в конце 80-х, начале 90-х годов, когда подобные процессы шли фактически во всем Советском Союзе, то гагаузская интеллигенция тогда тоже объединилась для того, чтобы выразить свое самоопределение. И, собственно, насколько мы знаем, то первые 4 года с 90 по 94 существовала непризнанная Гагаузская республика. А потом, в 94 году, абсолютно, скажем, законным способом, мирным способом, в отличие от того же Приднестровья или других, скажем, точек на уже бывшей карте Советского Союза, Гагаузии удалось разрешить данный вопрос при помощи, конечно же, Турции, главным образом, как внешнего игрока, и непризнанная Гагаузская республика трансформировалась в автономно-территориальное образование Гагаузии. Я считаю, что это достаточно хороший и сильный инструмент был и остается на сегодняшний день для самих гагаузов, большинства гагаузов в мире, которые проживают вот в автономно-территориальном образовании Гагаузия. Для реализации тех целей, которые ставили для себя гагаузская интеллигенция на то время, ну и, собственно, весь гагаузский народ. Как реализовалась данная задача, эти цели за эти 28 лет? Ну, конечно же, нам хотелось бы, чтобы было намного лучше. Но я думаю, что есть определенные основания говорить, почему произошло именно так. И, собственно, Гагаузия не стала не только центром для всех гагаузов мира, а и для самой себя. Ну вот, если бы здесь можно было бы, да, вот наверняка гагаузы, которые живут в Киеве, в Одессе, да, общаетесь друг с другом, да, и наверняка про Гагаузию в том числе. Вот если бы ты мог выразить, как бы, чего гагаузы в Украине ожидают от Гагаузии, и высказать вот ту мысль, которую ты начал, да, почему с твоей точки зрения не получилось то, что задумывалось, или то, как многие, может быть, или некоторые видели это 28 лет назад. Главная задача и цель, собственно, с которой так и не справилась гагаузская интеллигенция, и, наверное, то, что мы до сих пор ожидаем все, как в Украине, так и гагаузы во всем мире, это чтобы гагаузы прежде всего самоидентифицировались, чтобы они поняли вообще, что они хотят при помощи своей же автономии, как они собираются реализовывать свои права. И главным образом я вижу главную задачу для Гагаузии — это в том, чтобы они все-таки поняли, кто они, чтобы они прежде всего начали изучать свою реальную историю, защищать свой язык, свою идентичность, потому что гагаузы не являются настолько многочисленным народом, чтобы терять время. Время очень важно для нас, и это время необходимо было использовать, и еще сегодня остаются эти шансы для того, чтобы самосохраниться и развиваться. Вот в этом состоит главная задача, то есть сохранение идентичности. И украинские гагаузы — это часть гагаузского народа. Будем открыты, в определенной степени гагаузы являются разделенным народом, потому что в свое время Сталин, собственно, резал границы как хотел. Сегодня сложились границы так, как сложились. Естественно, мы не будем этому противоречить, но мы должны сказать о том, что гагаузы на сегодняшний день остаются разделенным народом. И задача, как главным образом для Камрата, так и для украинских гагаузов, это все-таки заботиться о своей идентичности. Почему это не произошло, возвращаясь к предыдущему вопросу, почему это не произошло? Потому что, к сожалению, за долгие годы советского правления это очень пагубно сказалось на гагаузах, да и не только на гагаузах, но и на других народах. Когда мы пришли к такому выводу, что гагаузы фактически в большинстве своем, не все, конечно, но готовы защищать больше чужое, чем свое родное. Готовы выходить с плакатами в защиту русского языка, которому абсолютно ничего не угрожает.
при этом забывая о собственной идентичности, забывая о том, что необходимо защищать гагаузский язык, необходимо говорить с детьми на гагаузском языке. Об этом это самая главная проблема на сегодняшний день. Еще одна проблема, когда гагаузы привыкли все-таки видеть какого-то хозяина, которому нужно преклоняться, и главным образом это Москва, это Россия. Вот это никуда не делось, и уже после развала Советского Союза Россия, особенно путинская Россия, очень умело для себя использует, скажем, тот совок, который остался в головах у гагаузов, для того, чтобы реализовывать свои геополитические и имперские амбиции. Они очень умело при помощи телевизора, пропаганды используют то, что засело в головах у гагаузов. Ну и, конечно, это очень ярко сегодня видно на фоне той войны, которая ведет Россия против Украины, когда мы можем откровенно сказать, что большинство гагаузов в самой Гагаузии, по сути дела, продолжают смотреть российский ящик и продолжают в своем большинстве с симпатией, с поддержкой смотреть на Россию, на путинский режим. И, конечно же, для нас, украинских гагаузов, это является неприемлемо, это как минимум неприятно, потому что это очень больно за этим наблюдать. Хорошо, вот географически, да, гагаузский народ разделен, но я думаю, что в Европейском Союзе, когда Украина и Республика Молдова станут частью Европейского Союза, эта проблема, она снимется сама собой. Но вот сейчас идет война в Украине, да, и идет война за независимость Украины, за выживание украинского народа, в которой участвуют в том числе и гагаузы. Не чувствуешь ли ты, что гагаузы уже становятся разделенным народом и на другом уровне, да, то есть на уровне в контексте отношения к этой войне и отношения к действиям России? Для многих гагаузов в Украине Россия агрессор, в то время как для большинства гагаузов Республики Молдова это освободитель, да, в кавычках, да, которого в Гагаузии собираются встречать с 3 К: Каурма, Кавырма и Кабарне. То есть чувствуешь ли ты, что вот разделение происходит сейчас и на этом уровне в том числе? Очень умело ты подметил, Михаил, в том плане, что здесь, наверное, даже не столько разделение вот между украинскими и молдавскими гагаузами, хотя, конечно, оно существует, потому что в процентном соотношении гагаузы Молдовы, то есть намного больше, скажем, поддерживают те действия, которые совершает и преступления России, в отличие от украинских гагаузов, где ситуация абсолютно иная, потому что мы находимся в других реалиях, но будем откровенны, здесь тоже достаточный процент людей, которые, скажем, ну, с определенной наверняка симпатией еще смотрят в сторону Москвы. Но самое больное и главное разделение — это то, что, скажем так, адекватных и трезвомыслящих гагаузов, независимо на какой территории они живут, к сожалению, находятся в меньшинстве по отношению к оценке тех преступлений, которые совершают россияне в Украине. А большинство гагаузов, опять-таки, независимо от того, где они живут, в Молдове или в Украине, или в России, или в любой другой точке мира, они в большинстве находятся. Они находятся в тех иллюзиях под воздействием пропаганды российской, и, собственно, или от глупости, или от неинформированности они продолжают фактически поддерживать те преступления, которые совершает путинский режим в Украине. И это главная проблема и главное разделение. И не столько, как это является разделением по границам. Хорошо, а вот война в Украине, которая сегодня идет, она поменяла контекст или, скажем, взгляд или восприятие того, чем должна была быть Гагаузия? Потому что понятное время, что сейчас происходят такие события, которые в том числе и ставят на первый, обострили или обнажили те проблемы, или обострили те проблемы, которые были, но, может быть, мы на них так особо не смотрели. Это вопрос идентичности, да, что вот Украина сегодня воюет и за свою идентичность, за право своего существования, быть украинцами, да. Гагаузы, как правило, имеют вопрос двойная идентичность. С одной стороны гагаузы, с другой стороны русскоязычные, да. Вот
раньше мы как-то на это смотрели так сквозь пальцы, да, что гагаузы, с одной стороны, создавалась Гагаузия как автономия для сохранения гагаузской культуры, но так сложилось, что вот как бы получили вторую идентичность, русскоязычную, больше переживают за русский язык и так далее. И вот война в Украине, да, где украинцы борются против того, чтобы опять же вернуться в лоно России, жить независимо, быть теми, кто они есть, быть теми, кем они хотят быть. А в Гагаузии как бы продолжается тот же самый тренд. Это вот война в Украине каким-то образом поменяла взгляд? Тут дополнительные звуки пошли, наверное, это помеха, да? Не, все нормально. Если вы меня слышите, мы можем продолжить, да? Вы меня слышите? Я слышу, я постараюсь говорить, потому что здесь я нахожусь в таком центре, где совершаются определенные молитвы. Это в том числе намаз, время намаза, да. Да, время. Поэтому фоном, наверное, будет слышно. Последнее, если можешь, Михаил, просто повтори, не все услышал. Нет, я имею в виду, что вот война в Украине, она изменила восприятие того или взгляд на Гагаузию и к ее роли и вообще. Война в Украине стала абсолютным триггером, и она, скажем так, вытащила на поверхность ту болезнь среди гагаузов, наверное, которую мы не до конца, возможно, замечали, осознавали, обращали внимание. И вот сейчас стало абсолютно понятно и видно, скажем так, кто чем дышит, насколько больно гагаузское общество, насколько тот урон, который был нанесен еще с имперских, советских времен гагаузов, он вышел на поверхность. А я напомню, об этом, кстати, гагаузы не особо хотят говорить, а это уничтожение гагаузов голодом 46-47 годов. Это депортации, это политические репрессии. Собственно, как и многие преступления советского режима, которые были совершены против многих народов. И, конечно же, в том числе это коснулось и гагаузов. Но тут еще, кстати, в чем вот отличие, если брать гагаузов, там и другие более многочисленные, большие народы. Если взять, например, украинцев, то существовала и существует Западная Украина. Я напомню, что Западную Украину Сталин присоединил только в 40-х годах. И в том числе, как и Балтийские страны. То есть эти регионы, они не до конца были уничтожены советским режимом. Соответственно, когда Советский Союз развалился, почему страны Балтии очень быстро пошли вперед? Потому что там была почва для этого. И в Украине, в том числе, мы знаем, что существовал Народный рух Украины, который был часто триггером для развития политических процессов в Украине. А вот если брать малочисленный гагаузский народ, он полностью был, скажем так, уничтожена вот эта ихняя история, наша история. Очень сильно пострадал гагаузский народ. То есть не было, скажем, того определенного острова или маяка, который бы мог вытянуть гагаузский народ, скажем, вперед и на поверхность. Но Гагаузский Халкы разве не был тем самым маяком или островом, который должен был вытянуть? Гагаузский Халкы? Да. Гагаузский Халкы на самом деле, с одной стороны, проявили свою самоидентификацию, но эта самоидентификация не выходила за пределами любви к Москве. Вот в чем проблема. То есть они даже на первое место ставили не собственные интересы гагаузского народа, а они всегда с оглядкой смотрели на Москву. Вот в чем была проблема. И почему, собственно, очень быстро власти в самой Гагаузии, даже если удалось достичь гагаузскую автономию, фактически взяли бывшие партноменклатура советского периода, тот же табунщик. Власть перешла в их руки, и они продолжили управлять колхозными методами, как это они делали раньше. То есть Гагаузские Халкы не смогли взять, во-первых, власть в свои руки, а во-вторых, они не поставили до конца четких целей перед собой, что они изначально хотели. То есть мало было провозгласить там автономную республику в составе Советского Союза. Вот в чем была проблема. То есть они по инерции пошли, как и другие народы в
Советском Союзе, и дальше они не видели своих целей. Вот в чем проблема была их основная. Да и по инерции мы видим, что до сегодняшнего дня гагаузские политики остаются где-то вот в ареале советско-имперского прошлого и зависимости от Москвы. Ну хорошо, вот за эти 30 лет, в принципе, как мы видим, что тенденция, она не изменилась. И эти болезни, они усугубились, к сожалению, да, мы вынуждены это признавать. И это видно потому, как в Гагаузии, и среди гагаузов в целом, не только в Гагаузии, да, но и в том числе в гагаузских селах в Украине, многие реагируют на войну в Украине. Да, то есть, и оно показывает, что, в принципе, вот эта болезнь, она никуда не шла, она стала глубже. С твоей точки зрения, есть ли шанс как бы избавиться от этого, то есть возрождение вот этой самой идентичности, гагаузской идентичности, возрождение исторической памяти, увековечивание исторической памяти, которую, с моей точки зрения, гагаузы должны были сделать 3 вещи. Да? Это ответить на первый главный вопрос, кто гагаузы, откуда они пришли, потому что, как ты знаешь, сейчас существует 19 версий или 22 версии, и никто не знает, какая из этих версий основная. Второй момент — это сделать гагаузский язык основным рабочим и развить его до такой степени, чтобы все на нем говорили и использовали как рабочий. И третий момент — это оценка или переоценка своего недавнего прошлого, да, то есть вот это вот память, голод — самая большая трагедия, которая произошла с гагаузами там за последние, ну, может быть, за все время их существования. Чего, в принципе, не произошло. С твоей точки зрения, есть ли шанс вообще вернуться к этому и ответить на все эти вопросы, дать этому всему правильную оценку? Не упущен ли момент, скажем так? Я думаю, что шансы все-таки остаются, потому что есть еще один такой позитивный момент, что все-таки как гагаузы в Молдове, так и гагаузы в Украине, мы живем в демократических государствах. И хоть, слава Богу, да. И хоть гагаузы в самой Гагаузии и в Украине, те, кто правильно оценивает ситуацию, те, кто за те вещи, которые ты перечислил, они находятся в меньшинстве, но все равно они делают свою работу. И я думаю, что нам сегодня сложно будет сказать там в процентном соотношении, каковы наши шансы. Но я могу на 100% сказать, что мы должны работать в этом направлении. И делать все от нас зависящее для того, чтобы достигать тех целей, о которых ты сказал. Конечно, это защита языка, это изучение собственной истории, ну, использование тех инструментов, которые есть у Гагаузии для того, чтобы развивать социально-экономическое развитие региона. Все эти вещи есть в наших руках. И я могу точно сказать, что мы должны работать в этом направлении. Плюс очень сегодня, скажем, большим плюсом, то, что может помочь Гагаузии, это победа Украины в этой войне. И как только это свершится, кураторы тех гагаузских политиков, кураторы из Москвы, которые влияют на гагаузских политиков, они тоже исчезнут само собой. И тогда, собственно, настанет время тех людей, гагаузов, которые правильно оценивают ситуацию, для того, чтобы более активно действовать и в том числе брать власть в свои руки. То есть вот эти небольшие островки, вот эти ячейки, они есть. Они есть как в самой Гагаузии, они есть и среди украинских гагаузов. Иван, спасибо большое. Надеемся, что, во-первых, надеемся, что победа Украины будет как можно скорее, и страдания украинского народа прекратятся, и Украина вернется к строительству своего будущего и восстановлению государства. Я благодарю тебя за то, что ты нашел возможность выйти с нами на связь, несмотря на то, что электричества в твоем районе нет уже, я так понимаю, вторые сутки. И благодарю тебя за то, что ты поделился своими мыслями и своим видением относительно будущего Гагаузии. Спасибо большое. Спасибо, Михаил, за предоставленную возможность. И очень коротко, я просто скажу, возможно, такое короткое обращение к гагаузам в Молдове, в Украине, что несмотря на геополитические интересы, несмотря на ту войну, которая сегодня идет, если народ хочет сохраниться, он прежде всего должен думать о своих интересах. Прежде всего о своей истории, о своем языке, о своей идентичности. Думайте об этом меньше, будьте зависимы от всяких информационных влияний, особенно если это идет со стороны России. Прежде всего занимайтесь собственными вопросами и над тем, чтобы вы оставались гагаузом. Джадерла безде амин. Да? На этом и порешали. Спасибо, Иван.
Спасибо, приятного Сау. вечера. Сау Жандева. Взаимно. До свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте делиться этим видео, отправлять его своим знакомым, близким. Подписывайтесь на нас в YouTube и Facebook, чтобы нас становилось все больше. Увидимся в следующем выпуске «Цены свободы» во вторник в 18:00. До свидания.